Благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение» мецената Микаила Гуцериева начинают новый этап масштабных проектов на территории республики. В регионе продолжится восстановление родовых башенных комплексов и благоустройство кладбищ. Будет составлен подробный паспорт объектов культурного и исторического наследия. Все подробности у Зелимхана Калоева. В 2023 году фонды «Сафмар» и «Возрождение» мецената Микаила Гуцериева при поддержке главы Ингушетии Махмудали Калиматова реализовали на территории республики большое число значимых проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, а также поддержки социально уязвимых категорий населения. В этом году работа фонда продолжится и будут достигнуты не менее значимые результаты. Первое, с чего бы хотелось начать, это, конечно, башни. Благодаря договоренности главы республики Махмуда Алия Макшариповича Калиматова и президента группы «Сафмар» Микаила Саварбековича Гуцериева в горной части республики Ингушетии идут масштабные реставрационные работы. Башни – это частичка каждого ингуша. Это очень значимое для нас. Предки нам оставили такую красоту, мы должны сохранить для себя их. Благодаря фонду «Сафмар» и «Возрождение» мы их восстановим, сохраним и передадим будущим поколениям нашим. В прошлые годы были отреставрированы 4 башенных комплекса – Бишт, Морч, Харпи, Ни. В этом году планы у строителя не менее амбициозные. Планируется завершить работу как минимум на 7 комплексах. На сегодняшний день работы ведутся башенный комплекс Эбан, Тунги, Гоуст, Кейли, Пуй. Ведутся археологические работы на одном из самых древних храмов, это Тхаба-Ярды. В ближайшее время мы приступим к комплексу Вовнушки. Это огромные работы, большие средства и тяжелый человеческий труд. Эта программа рассчитана на 10 с плюсом лет. Также хотелось бы рассказать, что нами была открыта первая в республике школа по выпуску мастеров по обработке камня. Директор школы Рамзан Султыгов. В первых числах первый выпуск. У нас были проблемы со специалистами в этой области, не хватало каменщиков, да, но в дальнейшем этот вопрос решается, у нас все больше и больше будет специалистов в этой области. Это очень значимая школа для республики. Еще одним важным проектом, который поддерживается в этом году меценатом Микаилом Гуцериевым, является проведение историко-архитектурной экспертизы и составление паспорта всех памятников исторического наследия на территории горного района, чтобы в процессе реставрации не обойти вниманием ни один из них. Работой занимается группа специалистов из Санкт-Петербурга. Одновременно работают люди с фототехникой. Каждый объект будет отфотографирован и снаружи, и изнутри. После этого обычно на следующий день, максимум 2 дня, приезжает следующая группа из Петербурга с специальным оборудованием. Это большие профессиональные сканеры, каждый из которых устанавливается у каждого объекта, крутится и сканирует и снаружи, и изнутри любую из построек, чтобы в той трехмерной модели, которая будет состоять из миллиардов точек на каждую постройку, был взят и зафиксирован не только каждый камень, но по сути крупинка раствора. То есть современная техника позволяет сделать это. Потому что если не дай бог по каким-то причинам, землетрясение, аварийное состояние, туристы, какие-то камни там в течение года развалятся, с помощью моделей этих можно увидеть их, подобрать с земли и поставить на свое место историческое. Для ингушей это важно, чтобы понять, что всего, сколько, чего у нас было. Если мы не будем относиться к своей истории сами с достоинством и с трепетом, никто за нас этого делать не будет. Важнейшей для региона является программа по реконструкции и благоустройству всех кладбищ в республике, как мусульманских, так и православных. Работы по данному направлению фонды «Сафмар» и «Возрождение» ведут с 2023 года. В прошлом году были полностью реконструированы 35 мусульманских и 7 православных кладбищ. В этом году работы по реконструкции кладбищ продолжатся. Запланировано 27 кладбищ, из них 24 мусульманских и 3 православных.
Православных всего было 10 кладбищ на территории. В этом году по ним работы мы завершаем. Работы подразумевают установку металлических оград и ворот, благоустройство, озеленение территории, создание парковочной зоны и многое другое. Ведутся также дополнительные работы в зависимости от потребностей местных жителей. В этом году работы уже начались в нескольких населенных пунктах, в частности, на мусульманских кладбищах в Малгобеке и Барсуках и на Малгобекском православном кладбище. Очень довольны и благодарны, что не оставляют без внимания и помогают нам крестьянские кладбища убирать, чистят порядок. Очень благодарны все. И главе республики благодарны, и Гуцериеву Микаилу. شو خالقه ميكائيل إذا حنشوا بعرجوا جاي قرت جونا هرتوها حيدير نو خد عملوا دقة ما بيوين أخ كش مش شرلز لا حستغني وعاش عقيتر يبيت تيجي أخ لازم يوصل ولقى دقة ديال ضحت تشكروا يا حبوخ ببقى أخيتر تنسجوا. Все работы проводятся под контролем главы республики Махмуда Али Калиматова, который считает, что реконструкция и благоустройство захоронений имеет огромное значение для уважения и сохранения памяти об усопших, а также для обеспечения достойного ухода за местами захоронения. Хочется отметить, что все работы, которые проводит на территории Ингушетии благотворительный фонд «Сафмари Возрождения», постоянно на контроле у главы республики Махмуда Али Макшариповича. Интересуется, периодически выезжает на объекты. Если нужна необходима какая-то помощь, помогает, подключает правительство республики. То есть у него постоянный контроль за ходом строительных работ. Совместная работа администрации республики и мецената Микаила Гуцериева направлена на решение важных социальных задач в регионе, повышение качества жизни населения. Зелимхан Калоев, Магаз 24.